огромный привет. И мы теперь вместе с вами давайте передадим эстафету дальше в город Усинск, в детский сад номер 12. Елена Сергеевна Боровченко, пожалуйста, выйдите с нами на связь. Елена Сергеевна, добрый день еще раз. И, уважаемые коллеги, вот ту тему, которая была связана сначала с мягкой средой, прошу прощения, потом с созвучием, как бы с таким с единым звучанием мягкой среды и взаимодействия взрослого в этой среде, Елена Сергеевна замечательно продолжит. Елена Сергеевна, можно запускать презентацию, я пока буду вас с удовольствием представлять. Уважаемые коллеги, перед вами сейчас выступит Елена Сергеевна Боровченко, это представитель у нас детского сада номер 12 города Усинска. Этот детский сад у нас входит в проект по развитию качества дошкольного образования, но поскольку группы раннего возраста есть везде, то интересные, хорошие решения, они есть в любом детском саду. И мне с особой гордостью хочется представить Елену Сергеевну не только как руководителя творческой группы педагогов, такого, знаете, вдохновителя, инициатора, нашего партнера по живым профессиональным дискуссиям, человека, которому мы очень доверяем, но и как абсолютного победителя республиканского конкурса «Воспитатель года 2016», как почти победителя, второе место республиканского конкурса «Педагог-психолог» 2018. И Елена Сергеевна, как никто, наверное, другой, прекрасно понимает, чтобы детский сад работал в инновационном режиме, должен быть такой человек, как минимум, который поведет людей за собой, который подставит всегда плечо и который объяснит очень сложные, а возможно и простые вещи. Поэтому, Лена Сергеевна, с огромным удовольствием я передаю вам слово, потому что мы очень любим ваш детский сад, вы это знаете прекрасно, поэтому, пожалуйста, вам слово. Спасибо большое, Татьяна Валерьяновна. Я очень рада приветствовать и Ирину Александровну, и всех коллег с нами. Спасибо за высокую оценку нашей команды. Мы стараемся делать так, чтобы было жить интересно и всему коллективу, и, конечно, тем, ради кого мы живем и работаем. И я хочу рассказать о той интересной жизни, которая происходит в нашем детском саду. Интересная жизнь наших детей начинается как раз с групп раннего возраста, потому что главной задачей для себя, для всего нашего коллектива мы считаем не разрушить то самое главное, базовое доверие маленького крохи к миру, в который он пришел, чтобы у него не пропало желание знакомиться с этим миром, чтобы он хотел его исследовать, чтобы он не боялся того, что его окружает. Ни для кого не секрет, что самостоятельная адаптация ребенка формирует такое очень важное понятие в жизни уже взрослого человека, как привязанности. До прихода в детский сад малыш живет в узком кругу, в своей семье. Его окружают близкие, которые формируют для него комфортную среду, которые предугадывают его желания. И попадая к нам, Кроха проходит свою первую в жизни самостоятельную адаптацию. Впервые в жизни он сам переживает такие сложные моменты. И мы стараемся комфортные условия, чтобы им было не тревожно, чтобы они с успехом прошли этот период, потому что от этого во многом зависит вся дальнейшая жизнь уже взрослого человека. И мы как никто понимаем, что от доверия взрослых, от доверия семьи, в котором живет Кроха, зависит то, как малыш пройдет этот период. Поэтому мы проводим очень большую работу именно с момента еще до прихода малышей в детский сад. У нас вот уже несколько лет работает такая форма, как группа раннего развития для малышей и их родителей. Я всегда говорю, что в нашем детском саду вот уже более 3 лет адаптации. Почему родителей? Потому что от них все по большому счету и зависит. Так вот, наши родители имеют возможность прийти в детский сад еще до того, как они привели своего Кроху. И здесь на занятиях, которые длятся от получаса до 1,5 часов, в зависимости от того, как настроены родители, как готов к этому малыш, мы проводим наше время, учась друг у друга. Родители учатся чему-то у педагогов, мы учимся у них, и мы все вместе учимся у малышей.
Наш детский сад максимально открыт. Все то, что происходит в наших группах, все это видят и знают наши родители. А самое главное, они видят и знают наших детей. Наша среда насыщена, она полифункциональна, как сейчас говорят, но безопасная среда, которая призывает малышей к деятельности, так, чтобы им хотелось ее исследовать, хотелось ее преобразовывать. Наша среда наполнена теми предметами, которые будут вызывать интерес у каждого ребенка. Малыши очень любят маленькие пространства, маленькие коробочки, потому что они вызывают в них такое вот чувство безопасности, чувство камерности. В группах все игрушки, особенно в группах раннего возраста, все игрушки хранятся в прозрачных коробочках, чтобы их было видно, чтобы дети могли их обязательно использовать. Коробочки бывают разные, бывают вот такие необычные, наполненные различными материалами, в которых просто приятно опускать руки, что-то прятать или находить то, что спрятали для малышей взрослые. А еще наши крохи любят обычные картонные коробки. Конечно, они с ними играют. Эти картонные коробки, они у нас разного размера. Большие, маленькие. В большие можно спрятаться самим, весело поиграть. А в маленькие можно прятать разные предметы, закрывать коробочки, открывать их, вставлять их друг в друга. Это очень нравится малышам. Совершенно не требует дополнительных каких-то затрат, но вызывает такой восторг и такое желание с ними действовать, что самое важное, делать первые свои открытия. Конечно, у нас много разных материалов, тех, которые всегда можно взять совершенно вот бесплатно, скажем так, и родители с удовольствием насыщают предметами, например, вот такими трубами, которые призывают тоже действовать различным способом. А малыши сами сделали открытие, что в эту трубу можно кричать, и когда трубы разного размера, появляется разный звук. Им это очень нравится. А еще у нас очень много природного материала. Это то, что необходимо нашим крохам, особенно нашим крохам, которые живут на севере. У нас есть вода разного цвета, наполненные бутылочки разноцветной водой, различными предметами. У нас есть песок. Песок тоже разный. Песок речной, песок морской, песок кварцевый. Они все разные на ощупь. Ими очень приятно играть. Каждый ребенок может выбрать для себя то, что ему интересно. Естественно, кинетический песок. Из него можно создавать различные постройки. На нем можно оставлять отпечатки. Что больше всего любят наши дети? Наши дети любят, они находятся. Таким образом, они его изучают. И больше всего они преобразовывают пространство, конечно, рисованием. Это то, что им доступно, то, что им понятно. Наши дети рисуют разные материалы на разных поверхностях. Это и различные меловые доски разного размера, это меловое пространство на полу, это планшеты стеклянные двухсторонние, причем они безумно нравятся малышам, когда изображение преобразуется не только по их желанию, но и сидящим напротив другом, который тоже начал рисовать в этот же момент. Вы не представляете, какой восторг малыши испытывают. У нас есть замечательные коврики с сюжетными картинками, на которых тоже можно рисовать. И реализовывать по своему замыслу сюжетную картинку. Мы очень любим рисовать на подоконниках. Ольга Григорьевна сказала, что окна – это то пространство, которое позволяет расширить кругозор малышей. Но еще для малышей окно ассоциируется с тем местом, где они ждут маму. Все крохи обязательно подходят к окну, чтобы посмотреть, куда пошла мамочка и когда она оттуда придет. Так вот, рисование на подоконнике позволяет проблему. Когда малыш подходит к подоконнику и начинает на нем рисовать, его тревожность снижается, он увлекается этим процессом. Очень любят малыши рисовать на подоконниках вечером, потому что вечером, когда солнышко садится, а у нас, особенно зимой, солнышка очень мало, уже хочется ближе к ночи видеть мамочку. И мы приближаемся к подоконнику для того, чтобы на нем рисовать. Вообще, кстати, нашим малышам позволено... Да нет
момент наши малыши могут выражать свои чувства, свои эмоции доступными способами на разных площадях и разными способами. Вот здесь наши крошки рисуют плакат для своих мам. Этот процесс был настолько увлекательный, и самое забавное было потом рассматривать то, что они нарисовали, особенно когда на этом плакате еще и появились фотографии, где они рисуют, где они изображают все то, что у них в результате получилось. Самым важным мы считаем, что если ребенок преобразовывает пространство, то это пространство должно оставаться соответствующим ему замыслу, пока он его не захочет изменить. Поэтому те картинки, те рисунки, то, что они рисуют, они остаются в пространстве группы ровно настолько, и в том месте, где их оставил малыш, ровно настолько, пока им это необходимо. Еще у нас есть такая замечательная находка, это целая стена для того, чтобы можно было рисовать. Расположена эта стена в умывальной комнате, в туалете, и это пространство, где дети могут рисовать, преобразовывать так, как им хочется, и ровно столько, сколько им хочется. Знаете, это очень важная такая находка, потому что не каждый ребенок станет художником, но каждый ребенок должен получить опыт самовыражения. А здесь огромное пространство, где он смешивает краски, где он пытается что-то изобразить, где он что-то видит в том, что изобразили рядом ребята. И таким образом мы тоже снимаем тревожность и страхи. Давайте посмотрим, как это обычно происходит. Вот это был первый опыт нашего маленького крохи Тимура. И такой восторг от того, что произошло. Вообще-то малыши, естественно, всегда находятся под присмотром педагогов. Но когда появилась эта стена, естественно, всем хотелось там находиться вместе. Поэтому туда переходили. И что самое интересное, дети сами даже пытались эти краски смешивать, размывать водой, потому что рядом есть раковины. Но и самое интересное, что они ведь пытались преобразовать не только стену, но и пространство вокруг, даже себя порой. И делали таким образом новые открытия и испытывали восторг. Но обратите внимание, все дети разные. Кто-то решается сразу рисовать на стене, а кто-то испытывает какие-то барьеры и наблюдает сначала за другими. Замечательный способ понаблюдать и увидеть разных детей, именно таких, какие они есть. Что еще есть у наших детей? Это разновозрастное общение, то, чего сейчас лишены наши дети. У наших детей такая возможность есть. Наши старшие ребята приходят к нашим малышам для того, чтобы поиграть. Таким образом, наши взрослые воспитанники, наши взрослые ребята получают опыт общения, и маленькие крохи учатся очень многому. Восторженные лица детей, они правда восторженные, им очень нравится, когда приходят большие детки, и существуют такие ограничительные меры, мы какое-то время были лишены этого и немножечко растерялись, но не поверите, очень положение нашли наши старшие ребята. Они стали делать для малышей такие видеоспектакли. И мы их переносили на флешках в группы к малышам, они смотрели их по телевизору. Восторг был неописуемый, особенно тогда, когда старших братьев или сестричек на этом видео. Потому что это очень важно, когда братья и сестры растут, учатся друг у друга. Еще наши старшие ребята делали замечательные книжки, передавали их малышам, делали так, как они. Очень рады, что малыши это понимают. Наши крохи не растут в замкнутом пространстве группы. Мы стараемся сделать мир вокруг них безопасным и добрым. Мы хотим, чтобы они не чувствовали опасность за закрытой дверью, чтобы они хотели изучать то, что там находится. Поэтому, как только появляется малейшая возможность, мы идем гулять.
по коридорам детского сада. Вот такие наши холлы и коридоры, в которых можно поиграть, попрыгать, заняться различными бизибордами, сделать какие-то свои первые открытия. У нас есть замечательный библиотечный уголок, он расположен в уютном уголке коридора, где меньше всего происходит движение, и на нижних полочках находятся книжки для малышей. Они с удовольствием их берут, рассматривают, там есть звуковые книжки, которые они слушают. Конечно, наши малыши с удовольствием посещают кабинеты. Вот, например, на нижней фотографии это мой кабинет, где сейчас вот мальчики пошли в библиотеку, а девочки играют у меня в кабинете. И все пространство принадлежит в данный момент им. Они его изучают, они делают то, что важно для них, а не то, что запланировал педагог. Есть еще одно пространство, которое мы очень любим. Это наша волшебная комната, как называют ее ребята, сенсорная комната. Что происходит на просторах этой сенсорной комнаты, мы получаем новый сенсорный опыт. Мы очень любим это пространство. Иногда, когда приходят малыши очень тревожные в детский сад, первые часы нахождения в детском саду проходят именно здесь, в волшебной комнате. Это бывают индивидуальные часы, это бывает так, что детки группами туда приходят. Здесь они не плачут. Здесь им очень нравится. Что там происходит? На фотографиях, наверное, и не передать. Лови. Синий. Ой, Соня, смотри. Где еще? Ну-ка, куда убежал? В лесу. Поймала. Молодец. Прекрасно. Давай. А там кто? Барабанит. Смотри, зеленый. О, звездочки. Это звездочки. Это того, что они видят. Как проходит день малышей, мы, и не только малышей, мы стараемся рассказать об этом родителям, нашим современным родителям, всем тем, кто хочет знать, что происходит у нас здесь. И наши педагоги научились снимать такие небольшие, очень быстрые сюжетики, очень такие забавные, чтобы дать понять, что же интересного произошло у нас сегодня. Это вот как раз процесс рисования этого плаката. Таким образом, мы рассказали о том, как интересно мы прожили этот сегодняшний день. Вообще, на самом деле, мы с вами прекрасно понимаем, что то, как мы относимся к нашим детям, как мы относимся к тем крохам, которые приходят в наш детский сад, точно так же наши крохи относятся друг к другу. И я хочу сказать, что наши малыши очень трепетны и внимательны по отношению друг к другу. Они помогают друг другу. Они точно так же очень любят и понимают, так же, как и мы их. Спасибо вам большое. Приглашаем в гости. Спасибо огромное, Елена Сергеевна. Как бы суть понятна, да, движение понятно, все, что связано с предоставлением возможности ребенку быть самим собой, осваивать мир, который рядом с ним. Конечно, это напрямую связано с тем, как будет он себя ощущать в детском саду, и, конечно, это очень созвучно вообще принципам мягкой педагогики. Поэтому спасибо большое, Елена Сергеевна, еще раз за то, что пригласили нас к себе в гости в город Усинск. Мы благодарим вас, и также всему коллективу детского сада огромная наша благодарность.